9 апреля в администрации округа прошло очередное заседание общественной комиссии проекта формирования комфортной городской среды. На нем подведены итоги онлайн-обсуждения по выбору общественных территорий, которые будут вынесены на всероссийское онлайн-голосование по выбору общественной территории, планируемой к благоустройству в 2027 году. Напомним, онлайн-обсуждение по отбору территорий, планируемых к благоустройству в 2027 году, проходило с 21 января по 23 февраля на портале Госуслуги. На голосование в Инте были вынесено 24 общественные территории. Это скверы и площадки между дворовыми территориями и вблизи объектов культуры, торговых и общественных зон, тротуары и пешеходные дорожки. По итогам голосования были отобраны 3 территории, которые набрали больше всего голосов. Территория между магазином ТЦ «Лето» по улице Дзержинского, дом 23 и торгового павильона «Цветы», площадка вблизи магазина «Магнит», бывшего детского мира, по улице Куратова, дом 50 и тротуар по улице Полярная. Именно они будут вынесены на рейтинговое голосование. Помимо этого, по поручению Минстроя Республики Коми в Инте проводился прием предложений граждан по территориям для благоустройства для включения в голосование по отбору общественных территорий муниципального округа Инта, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2027 году. Дополнительно к 3 предыдущим по итогам отбора добавили еще один объект. Детская игровая зона. Территория находится между многоквартирными домами номер 13 и 15 по улице Горького. С 21 апреля по 12 июня на единой федеральной платформе для онлайн-голосования за.городсреда.ру будет проводиться всероссийское онлайн-голосование граждан по выбору общественных территорий муниципального округа, планируемых к благоустройству в 2027 году. 6 апреля на портале обратной связи закончена региональная модерация данных об общественных территориях, выносимых на голосование. Таким образом, участниками голосования станут те 4 территории, за которые мы ранее с вами проголосовали. Поэтому предлагается МКУ ЖКХ рассчитать сметную стоимость по благоустройству указанных общественных территорий с учетом ситуации с контрактацией, сложившейся в текущем году, исключив все риски. В целях оказания помощи в организации всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства в середине марта стартовал набор волонтеров. Их деятельность направлена на вовлечение жителей в процесс развития городской среды и повышение активности населения в вопросах благоустройства. На сегодняшний день на территории округа в волонтерском корпусе ФКГС зарегистрировано 24 человека. 5 заявок находятся на одобрении. Именно они будут оказывать помощь интинцам в предстоящем всероссийском голосовании и выборе желаемого объекта благоустройства.